Плохая традиция в первой Назарановской гимназии. Начало любого торжественного мероприятия открывать выступлением школьного хора. Вот только вместо всем привычной русской или ингушской музыки сегодня здесь звучат только английские песни, начиная от классики и заканчивая рок и поп-музыкой. Так что песни Майкла Джексона в исполнении самой маленькой солистки хора никого не удивишь. Кроме приятного голоса, четвероклассница Медина Икажева неплохо владеет и английским. Еще бы не знать, ведь учит о нем говорить с 1 класса, шутит девочка. К тому же этот язык в наше время просто необходим. Английский, да, изучаю. У меня есть занятия. Еще у меня там родственники живут за границей, поэтому нужно изучать английский, а то их вообще не понять. Вот ты изучаешь, да, английский язык. А как ты думаешь, вот в будущем, как он тебе пригодится? Ну, не знаю, если куда-нибудь поеду, то смогу хотя бы 2 слова связать. А то стою, жестами показываю. Фестиваль английского языка проходит в стенах Назарановской гимназии уже 2-й раз подряд и в этом году собрал учащихся 11 школ со всего региона. Впереди у 11 команд 3 соревновательных этапа, первый из которых – визитная карточка. Здесь школьники должны спеть песню, прочитать сонет и показать сценку на английском языке. Задания творческие, потому, кроме отличного знания языка, нужно продемонстрировать креативность и артистизм, что и постаралась воплотить в своем выступлении команда Seven Up, взяв за основу подростковую страшилку о музее восковых фигур Мадам Тюссо. Сюжет нашего сценария состоит в том, что фигурки из музея Мадам Тюссо, они ночью как бы оживают. И туристы, они нечаянно пробираются в этот музей, то есть они услышали об этом секрете и решили узнать, правда это или нет. И вот они приходят и начинают фоткаться, как-то вот не подозревая, что их ждет впереди. Джеймс Бонд, Клеопатра, Чарли Чаплин, королева Елизавета примеряют на себя любимые образы знаменитостей, учащиеся с первой школы Магаса впервые, но участвуют в фестивале уже 2-й раз. В прошлом году получили лишь призовое место, но в этом надеются только на победу, делится Румина Мистоева. К тому же, за время подготовки девушка успела не только подтянуть английский, но и узнать чуть больше об отличиях его от русского. Английская культура очень сильно отличается от нашей тем, что у них там свои правила, у них какой-то свой определенный этикет, свои нормы поведения какие-то. Вот от русского языка, если сравнивать с русским языком, они конкретно отличаются именно тем, что в русском языке мы как бы более грубо говорим, а в английском языке они как бы после каждой просьбы please, could you, пожалуйста, как бы все это говорят. У них такая более мягкая, интеллигентная речь. К самому фестивалю организаторы подготовились ответственно, чтобы и участники, и гости мероприятия смогли полностью погрузиться в англоязычную атмосферу. Коридоры гимназии на несколько часов приобрели вид улиц Лондона. Стоит только выйти в коридор, и ты погружаешься в настоящую атмосферу Лондона, столицы Британии. Здесь колесо обозрения и английский автобус. Ну и куда же без знаменитых гвардейца, охраняющих Букингемский дворец. Пока одни команды представляют свои визитные карточки на сцене, остальные ждут своей очереди в зале, попутно оценивая выступления соперников. К примеру, девочки из команды Friends признаются, все участники подготовились хорошо. Впереди же 2 тура – викторина и круглый стол, где проверяются знания английской грамоты и произношения. А с этим проблем не возникнет, делится капитан команды. В конкурсе мы готовились, начиная с зимы где-то. У нас очень хороший преподаватель, который нас подготовил. Мы все команды тщательно старались, подбирали костюмы, музыку, декорации. Вот. Это был трудоемкий процесс, но он того стоил, нам очень понравилось. В основном проблема заключалась в сценке, потому что нужно было поставить сценку, именно касающуюся культуры, истории, то есть не какую-то смешную, а вот чисто связанную с англоговорящим странами, с историей и культурой. Мы долго думали, и девочки решили мне предложить, значит, сценку касательно Ирландии, то есть у них там есть День Святого Патрика, который они отмечают, по всей вот своей стране, и мы подумали, в принципе, и цвет нам подошел зеленый, и девочки у меня такие активные, хорошо говорят. Ребятам сегодня достались не только сильные соперники, но и опытные члены жюри. Оценивают сразу 3 эксперта, преподающих английский язык в высших учебных заведениях нашего региона. Одна из них – доцент кафедры английского языка в НГГУ Жанна Хашкульгова. Критерии включены, в принципе, такое большое количество требований. Это и креативность, и артистизм, и творческий подход к заданиям. Ребята показывают знание языка. Мы проверяем наличие всех требований у них, всех критериев. И судя по тому, что мы уже посмотрели, дети готовятся очень
качественно, очень плодотворно. И то, что мы сегодня увидели, нам в очередной раз доказывает, что у нас очень талантливые дети. В этом году практически все участники прошлого года решили продолжить традиционно уже участие. Для нас это сигнал того, что детям понравилось, школа для себя определила это как приоритетное мероприятие, так как вот, я думаю, что многие коллеги согласятся, и это отчасти сам смысл, который мы закладывали, актуальность, она продиктована и временем. Почему? Потому что дети, выпускники 11 классов, где-то по итогам, наверное, уже 20-х каких-то годов, совсем близко, должны будут сдавать единый государственный экзамен по английскому языку. Победители и призеры фестиваля получат грамоты и ценные подарки, но главный плюс этого праздника, по словам всех участников и гостей, в том, что такая игровая форма обучения позволит школьникам лучше освоить международный язык. Дана Плиева, Зураб Гайтов, Новости 24.